Татарстан Феннер Академиясының Тарих институтында, керәшеннәрне өйрәнү үзәгендә күп еллар буена күп байлык тупланган керәшеннәрнең тарих культурасы буенча, рухи культурасы буенча һәм менә бүгенге конференциядә һәм конференциядан тыш очрашулар вакытында зур сөйләшүләр булды. Шуңа күрә без әле бу үзәк белән тыгыз эшләрбез һәм эшләребез бихисап күп һәм Алла бирсә, Ходай кушса, әле алга таба уңышлы эшләр бу өлкәдә булыр. Наш центр Кряшин Института истории имени Шахбуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан был создан в 2010 году. Ее первым руководителем стал этномузыколог, преподаватель Казанской государственной консерватории имени Жиганова Макаров Геннадий Михайлович. Мы в центре занимаемся исследовательской деятельностью, также выпуском научных монографий, научных статей, сборников конференций, сборников статей. Приоритетными направлениями у нас являются изучение истории кряшинских сел и деревень. Занимаемся историей священнослужителей кряшинских, также храмов, краеведческую работу с краеведами кряшинскими. И еще помимо этого мы также занимаемся историей и культурой православных народов, которые проживают на территории Татарстана. При центре у нас выпускается научный журнал «Кряшинское историческое обозрение». Мы также сотрудничаем с общественной организацией Кряшин Республики Татарстан, с культурным центром имени Якова Емельянова, с газетой «Туганайлар», Кряшинским приходом города Казани. Бу безнең мирасыбызны белергә тиеш, андагы кыйммәтлекләрне кулланырга тиеш, һәм дә без тарихлы халык дигән әйтик лозунг ул чынбарлыкка туры килсен иде. Наш центр уже зарекомендовал себя как вот такой вот, наверное, на сегодняшний день единственный научный такой институт, который целенаправленно занимается изучением истории, культуры Кряшин. За последние годы вышло много статей научных, коллективная монография по истории Кряшин. Это первая и единственная такая работа. Для нас очень важно изучать историю кряшинских населенных пунктов, чтобы это было какой-то вот опорой для сохранения вот, и Кряшин, и кряшинских населенных пунктов. Сейчас я занимаюсь как раз-таки историей кряшинского духовенства и интеллигенции, кряшинской именно. Эта история вообще не изучена, к сожалению, поэтому тема актуальная и, надеюсь, как раз-таки будет плодотворной и будем работать по этой теме и в дальнейшем. Центр изучения истории и культуры татар Кряшин у нас имеет уже довольно большую историю. Он был основан более 10 лет назад. И за эти годы сформировалась уже собственная историческая школа, которая занимается на профессиональном уровне историей вот этой нашей этноконфессиональной группы в составе нашего большого татарского народа. А сегодня начинается новый этап научно-исследовательской, научно-организационной работе этого центра. Сегодня у нас в его составе работает 5 человек, из них 1 доктор, несколько кандидатов наук. Возглавляет этот центр Лилия Мухамадеева, которая уже давно тоже имеет большой опыт работы с кряшинской общественностью. Среди основных задач этого центра продолжение изучения истории Кряшин, выявление новых источников, документов, публикация литературы, монографий. Для нас крайне важно показать роль отдельных личностей в истории татар Кряшин, которые внесли определенный вклад в социально-экономическое развитие России и нашей республики. Конечно же, мы хотели бы развернуть работу с кряшинскими краеведами, с подрастающим поколением. Большая задача написать историю кряшинских населенных пунктов, кряшинская интеллигенция. Мы знаем, что еще до революции большое количество было учителей, ученых, очень много известных имен, которые уже прославились в тот период времени. И еще одно очень важное направление – это издание нашего научного журнала «Кряшинское историческое обозрение», которое мы хотим сейчас вывести в высокорейтинговый индекс цитирования.
ВАК, а может быть и в дальнейшем в Скопус, с тем, чтобы о кряшинской истории и культуре знал весь научный мир, все наши планеты.